Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео – кто и что о вас говорит. Видео актуально как для мужчин, так и для женщин в любой момент на момент просмотра видео. Мужчины, пожалуйста, переворачивайте информацию на себя. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет, кто вы, кто пришел на расклад, и если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, ничего писать не нужно, вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Гадать сегодня мы будем на данной колоде, которую вы сейчас видите на экране. Продолжаем наш расклад. Сейчас расслабьтесь, ни о ком и ни о чем не думайте. Думайте только о себе. Посмотрим ваш портрет, вашу характеристику, ваши энергии. Кто вы, кто пришел на расклад. Чего-то здесь болит у вас. У вас перемены, трансформация, изменение вас, вашего мышления, мыслей каких-то. Знаете, здесь кто-то наоборот себя тянет этими мыслями вниз, что все плохо, да, все будет плохо. Перегружайте свою голову лишней какой-то негативной информации. Вам почему-то кажется, что все будет плохо. Вас могут пугать ленты какие-то по мечам, информация из пространства в целом, да, какие-то вот на самом деле соцсети и так далее. Вы вот чем-то себя пугаете. Вы держитесь за что-то, чего боитесь вы потерять. Материальное, достаток, квартира, жилье, деньги, работа. Вот о чем-то здесь идут такие страшные переживания, много переживаний. Боитесь на самом деле оказаться в ситуации, когда у вас не будет ничего. Вот об этом идет страх. Вы можете даже вот где-то чего-то сохранять, экономить. Экономить потому, да, что вот что-то случится. Или на всякий случай. И если вы откладываете деньги на черный день, кто нас этому вообще научил на черный день? Сказал. Нельзя никогда такое говорить. Когда вы откладываете, я вижу, что человек беспокоится. Беспокоится, накручивает, как будто притягивает к себе какие-то вот тем самым проблемы. Что реально оно так может наступить. Откладывая, никогда не говорите «это на черный день». Всегда говорите «на прекрасное будущее». Или когда откладываете, говорите «приумножаю». Или на что-то тратитесь, говорите «приумножаю». Всегда здесь, да, нужно думать, о чем вы говорите, потому что слово «не воробей» вылетит и не поймаешь, и слово имеет вес. Вот тут об этом. Вы как будто бы сами себе притягиваете беду. Здесь такой человек практичный, обо всем позаботиться наперед, вот, подстелить вовремя соломку, об этом идет речь. Здесь показывают именно сделать какие-то запасы на всякий случай, купить 10 штук, не одну батарейку, не 2, не 3, а 10 пачек, что что-то будет, что отключат свет. О чем-то таком глобальном уже, да, мысленно вам нужно немножко от этого отцепиться, вот просто не думать о плохом. Купите молча этих 10 батареек или 10 пачек этих батареек. Но не делайте из этого вот именно на самом деле проблему, потому что вот привяжите ее к себе. Здесь сейчас время отдыха, наоборот, да, трансформация. Это то время, когда человека штормит, из стороны в сторону вот кидает именно психологически. То плачу, то рыдаю, то смеюсь, то уже не знаю чего. Вот так вот. И в это время лучше, вот, знаете, хочется так сказать, посидеть дома, заземлиться, почитать книжку, принять ванну, да, вот, полежать, вернее, в ванне, может быть, сходить в какие-то салоны СПА, если есть на то возможности, да, массажи и прочее, да, искупаться в море, заплавать, там, позаниматься, может быть, медитациями, йогой, да, вот чем-то, на растяжение, на расслабление. Ну, просто вот тут нужно именно принять вот некие такие меры, когда психика важна и на самом деле притягиваю к себе что-то. Вот здесь нужно успокоиться. Вот, знаете, я бы еще тут добавила сюда, не так страшен волк, вот, да, как его малуют. Здесь человек очень сильно переживает за свои финансовые блага. Ну, из-за какого-то еще мужчины вы здесь... Да вы за все тут. У вас, знаете, тут такой человек, у которого в голове все обо всем. Всезнайка, да, у вас какой не спросишь совет, вы обязательно дадите, вы на все знаете ответ.
Вот такая вы. Вы на все руки мастер, мастерица, да, вы все заранее продумываете. Вот такая вы. Да, многогранная. Иногда бываете такая, да, более сфокусирована на чем-то депрессивном, негативном. Вот есть такое. Вам нельзя на этом фокусироваться. Вот вам нельзя. Вы реально можете к себе вот привязать что-то или привязывать. То есть вы такой человек, который вот скажет, оно или вот как под руку сказали, да, вот сбудется. Особенно вот что-то такое неприятное. Это может быть или в чью-то сторону даже, да, вот, да иди ты подавись, да, и реально человек подавится, или вот поперхнется, или живот заболит у него. Но вот реально что-то произойдет. Вот не стоит. Особенно, да, кому-то чего-то желать, потому что, сами понимаете, как это все в законе мироздания, не буду сейчас об этом, работает, да, что все это возвращается, так коротко скажу. Будьте аккуратны в словах. И даже про себя, когда что-то говорите, я глупенькая, да я не понимаю, я дура. И это будет так. Будете, правда, дурнеть. Вы очень такой стойкий оловянный солдатик, сильный человек. Внутренне, да, есть такой стержень. Не получилось раз, попробую еще раз, и еще раз, и еще, до самого упора, до самого ядра. Вот так вот. Вас, кстати, могут побаиваться даже вашего грозного вида. Вы, кстати, внешне можете выглядеть даже, вы знаете, как-то вам могут говорить, что вам к лицу лучше улыбаться. Когда вы такая серьезная, вы аж пугаете. Пугаете. Аж вот так вот глаза вытаращивают люди на вас, да, вот побаиваются, как этот лев. Ну, такая вы грозная бываете, да. И вы, знаете, еще когда вы сосредоточены на работе, вот вы вот такая вот грозная, серьезная вы. Вы не специально, да, вот такое вот лицо у вас включается. Серьезности, может быть, напрягаете лоб, брови и так далее. Морщинится, может быть, даже лоб из-за напряжения. Окей. Мышки могут смотреть меня. Мышки, кошки. Но это не потому, что карты, да, такие. Это я говорю то, что чувствую. Вот мышки, кошки могут смотреть. Люди, которые любят делать какие-то запасы. Люди, которые могут захламлять дом, тащить все в дом, да, ничего лишним не будет. Вот такие вот. Есть у вас такое, да, гулять сама по себе, никому ни о чем не говорить, то есть не делиться. У вас в голове опять-таки каша. На сегодняшний день каша. Здесь будет не просто трансформация, да, здесь какая-то трансформация, как будто бы вызванная, да, кем-то, вами же. То есть я хотела перемен, я хотела что-то изменить, вот оно идет в вашу жизнь. Какие-то изменения и до кучи, да, разные. И в том ты можешь, и в этом, и можешь быть этой профессией, и той, и можешь стать тем, и можешь переехать туда. Да, здесь может быть и выбор каких-то возможностей. Но вот из-за вот таких вот, может, даже возможностей или прихода чего-то, да, вот, вы можете наоборот сказать, ой, хочу то, а потом увидеть то, а оказывается много всего, да ничего я уже не хочу. Тут аккуратней, да, вам нужно на самом деле не упускать какие-то возможности, которые придут в вашу жизнь, не отказываться от них. Хорошо, давайте смотреть дальше. Что-то мы присели тут, да, согрелись у портрета. Если с вами проигрывает, давайте смотреть дальше. Здесь, знаете, портрет не хочет уходить. А вас говорят, что вы такая очаровашка, соблазнительная, женщина такая вкусная, манкая женщина. И вот вы знаете, такая вот, вроде манкая, но вот такая коварненькая вы. Влюблюсь, да, и потом не отделаюсь. Или уже кто-то, да, в вас тут влюбился, и вот, знаете, от этих мыслей даже отделаться не может. Вот так вот. Даже не один. Хорошо, давайте смотреть дальше. Кто и что о вас говорит? Кто и что о вас говорит? Что же вы за фрукт такой для окружающих? Деловая. Знаете, у вас что-то появилось в недавнем времени?
Например, да, вот купили вы себе красивые, может быть, часики какие-то или там сумочку, да? И вы где-то появляетесь вот с этим или в этом. И вот здесь, знаете, вот некий такой и зависть, и с другой стороны, знаете, вот люди как-то пытаются уколоть вас. Вот деловая пошла, деловая, поглянь, да, вот как-то так. То есть у вас что-то появилось, оно вам идет, оно вам подходит, оно украшает вас, да, или оно вписывается к вам. То есть и люди здесь именно видят, что вы этим хвастаетесь, хлубитесь, да, или как это. То есть, что вы хотите демонстративно, да, это показать, что вы видели все, вот как-то так. Тут кто-то именно сворачивает голову в ваш адрес и замечает это. Это что-то может быть даже такое яркое, да, или очень дорогое, красивое, которое просто врезается в глаз. Что у вас говорят? Ну, что у вас есть деньги, что вы, знаете, женщина такая еще требовательная, чего-то вы от жизни -то требуете, от людей требуете, от всех требуете. Вы, знаете, вот в какой-то степени даже контролерша какая-то есть такое, или вы пытаетесь, да, с кого-то что-то там выбить. Даже выбить вот в том плане, что вот, может быть, вы и контролерша где-то над кем-то, да? И вот выбить какую-то, может быть, информацию или что-то. Давлеете прям аж. Ну, говорят, вы чересчур такая, знаете, продуманная и умная. Но вы действуете именно в силу своего расчета. Вам просто так чай попить, поболтать неинтересно. Здесь люди видят, вы звоните или тревожите их только тогда, когда вам нужно что-то. Когда что-то для вас выгодное есть, вкусненькое там или еще чего. Да, вы только тогда появляетесь, можете даже, вы знаете, здесь люди говорят, пользоваться чьими-то ресурсами чужими или благами чужими. Но вы и сама имеете, да, и вы от чего-то дополнительного, от каких-то плюшек вы не откажетесь, если кто-то вкусно покормит, да, или подарит какой-то подарок. Вот здесь такое отзываются о вас мнение, да, что вы мудрая, вы не глупая, это точно, да, и здесь люди на самом деле могут думать, что вы такая продуманная, глубоко продуманная, да, если вы пришли уж, то вы пришли зачем-то. Зачем-то точно. Вот так вот думают. Что видят у вас карты? Знаете, а у вас тут именно говорят, что у вас очень много каких-то скрытых тайн, связанных с законом, что вы можете даже действовать в обход каких-то, например, санкций, да, или чего-то, вот закона нельзя, а вот вы скажете, а как нельзя-то? Мне можно, или не так, так я по-другому обойду, но я это возьму. Вы такая женщина, вот проломите любую стену. И вы добиваетесь, в принципе, вы добиваетесь, чего вы хотите, да? И вы очень много чего скрываете. Здесь именно люди могут думать, да, что вы где-то что-то там скрыли вне закона. Незаконно. Что вас думают? То, что деньги к вам приходят, потому что вы здесь или чародейством каким-то занимаетесь, магией, да, вы такая женщина в этом плане просветленная, вы все в этом разбираетесь, скорее вы сама, да, можете колдовать, там чем-то заниматься. Может быть, вы здесь закопали монетку, да, и хотите, чтобы выросло дерево.
Ну, вы стремитесь к какому-то точно богатству. Вы любите жить хорошо, богато, вкусно, красиво. Да, здесь люди видят какую-то около вас роскошь, красоту, да, или, в принципе, что вы довольствуетесь чем-то, да, у вас есть какие-то, может быть, спонсоры или плюшки падают вам, может быть, дополнительный еще заработок. Но вы себе здесь ни в чем не отказываете. И то, что вы хотите, вы обязательно исполняете. Или покупаете. Вот я помню, да, вот, например, скажет какая-нибудь знакомая, может быть, ваша, да, или кто-то, что вы хотели машину красную и вот такой марки, и вот она появилась, да, вот чего она хотела, вот то у нее вот появилось. Здесь видят какие-то ваши результаты уже. Возможно, даже это люди, которые знают вас очень хорошо, долго знают. Потому что здесь на протяжении какого-то времени они вот наблюдают или видят, замечают, да, вот какие-то ваши результаты для достижения достижимого. Вот так. Что, кто говорит о вас? У вас какие-то есть дополнительные доходы, да, или что вы работаете не на одной работе, да, а у вас вот несколько видов заработка. То, что вы, может быть, имеете какую-то подработку, то, что вы, кстати, можете еще, да, где-то украдкой, например, да, брать, вот как, например, если хитро обходить законы и прочее, да, вы пользуетесь положением каким-то, да, и несете колбасу домой. Помните, да, раньше вот 90-е, да, кто работал там на мясных и прочее, да, прилавках, всегда был с колбасой и с мясом. Вот тут что-то такое, да, вы пользуетесь каким-то положением. Если вы работаете, может быть, с цветами, продавец цветов или прочего, вы не дадите их выкинуть, сгнивать, да, вы их заберете себе, например, или колбасы, там, прочее, мясо. Вот вы вот такая, да, или же вы, если на каком-то другом месте положение, то вы обязательно этим воспользуетесь. И знаете, вот думают, что вы женщина такая, ну не дура точно, да, здесь такая умная женщина, поэтому она и живет в достатке, да, и плюс пользуется какими-то положениями. Знаете, вот вы еще такая быстрая, вы активно вот как-то успеваете, да, на лету схватывать информацию, помимо информации, возможности какие-то, да, там выгоды для себя. Вы такая, за которой и не поспешишь, и у которой не скопируешь, и в то же время, да, у вас не отнять то, да, за что вы там боретесь, хватаетесь и так далее. То есть вы такая и хваткая, да, вы очень хваткая. У вас очень много таких завистливых, но ниже вас уровня люди, уровня статуса. Они смотрят вот как наверх на вас. Да, вы какая-то такая высокая, или занимаете какую-то главную позицию, да, или вы на каком-то таком высоком положении находитесь. Но вы пользуетесь положением, и вы вот выглядите как-то, или на самом деле себе что-то позволяете купить такого, чего не могут они, да, приобрести, или же, может быть, дорогие, даже вот какие-то вкусняшки там себе покупаете, или одежда. На вас что-то такое светится, да, тоже присутствует. Ваше присутствие кого-то здесь раздражает, и об этом, кстати, заявляют в семье, или, может быть, это коллектив ваш, да, и вот кого-то в этом раздражаете, человек приходит домой, и вот семье все это докладывает, что опять были там вы, опять вы, и вот раздражаете. Почему? А потому что вы такая, знаете, вот я говорю, контролерша, вы зачем-то следите, или, может быть, у вас, да, работа связана именно, следить нужно за персоналом, кто знает. Вот вы какая-то
Я не скажу, да, что-то такого плохого. Здесь именно идет речь о том, что вы можете знать о ком-то, собирать информацию, например, или человек боится, что вы что-то увидите, да, тоже может что-то скрывать. Но вы вот как-то поддерживаете какой-то порядок. Все же, да, здесь о порядке идет речь. И вы такой человек очень пунктуальный, да, конкретный, может быть, даже всматриваетесь очень хорошо. Ну, вы такой человек, да, все внимательно, то есть до деталей и так далее. Может быть, наводите какой-то и порядок на этой работе, где вы находитесь. Поэтому здесь вот вы остро как-то вот приглядываетесь к каким-то вот деталям, да, работы человека. Но это человека раздражает. Кто что о вас говорит? Мужчина. Блин, тут мужчина, знаете, хочет вам выговор какой-то сделать. Такое сейчас чувство, да, человек как-то вас и физически желает, и не может, и вы такая не поддаетесь. Вы... Есть такое слово, я даже не могу вспомнить его. Да, вот хвостом вильнула, ресничками похлопала, такая улыбнулась и пошла. И не досталось. Но в то же время, да, вот как-то человека так возбудило. И вот человек на фоне этого такой злой стоит, да, руки трясутся. Вот я ж тебя достану, да, ты такая, я тебя достану, я все-таки добьюсь своего, я получу чего-то от тебя. Человек вас хочет, знаете, вот на самом деле вот... так жестко, силком к стене прижать, да, вот и поцеловать, может быть. Вот что-то вот, да, хочется вас даже вот обнять сильно-сильно, да, чтобы вот прям вот такой вот, и схватить вас. Вы какая-то такая скользкая для него, вот вы исчезаете, появилась такая, исчезла, как тень какая-то. И вот и нравитесь, да, и вот возбуждаете очень сильно человека. И у человека вот такая вот именно внутренняя, знаете, да я вот тебя возьму, да, вот такое вот. На расстоянии вы держите человека. И вы, вот знаете, в какой-то степени даже вот недовольны, может быть, его поведением или этим человеком в целом. Вот как-то вы недовольны, вот как этот вот дедушка-зайчик, да, вот такая, вы отстань уже от меня, надоел, да, или противный, или ты мне не нравишься, вот в таком плане. Да, а вот он злится, что вот не может вас взять, не может, да, может с вами чего-то там простроить, отношений каких-то, взаимодействия, общения и так далее. Не поддаетесь вы. Он вас в ресторан, а вы нет, у меня времени нету. Все, пока, да. И вы больше вот накаляете вот эту обстановку, да, когда вот реально, а вам он не нравится, вам он не нравится. Здесь пиши пропало, да, вот вы таких не любите по башне. Для вас это катастрофично. Этот человек для вас это вот, да уж вы что, с ума сошли, да, вот такого ко мне сватать. Не надо мне его, вот как-то так, противен может быть. Может быть, даже кто-то, да, вот говорил, вот он тебе пара, а вы с ума сошли, да он такой секой, вот он противный, он мне не нравится, он не в моем вкусе. Как-то вот отпираетесь. Кто и что вас говорит? Ну, человек здесь не говорит скорее, да, вот он в мыслях именно держит, да, вот вас как-то вот поймать и вот раздавить вот от обниманий, да, вот как-то так. Настолько его тянет к вам. Опять говорят о том, что вы женщина, которая сама может позаботиться о себе. Он даже говорит, что вы можете позаботиться о себе. Его вот эти подарочки, зазывалочки, да, они вас как-то не привлекают. Они невкусные для вас или они не настолько такие, чтобы я ахнула, да, вот как-то так. То есть вас особо и не прилагаешь ничем, ни на миску молока, ни на что, да, вы такая вот, куда хочу, туда иду, и для меня, да, должен быть китикет премиум класса, вот как-то так. То есть такая кошечка, резкая, да. Вы знаете, вот вас вообще не заботит особо, да, вот кто там о вас бесится.
Вот живете, наслаждаетесь как-то своей жизнью, закрылись в своей норочке и все. О чем-то там своем переживаете, думаете, может даже, да. Вы как-то об этом не парите голову. И даже если понимаете, что у вас кто-то влюблен, вы вот тот человек, кому надо, тот добьется, тот прибежит, тот будет как-то, да, добиваться и так далее. Вы особо здесь не заморачиваетесь насчет любви. Вы хотите, знаете, вот каких-то отношений, но приемлемых именно только для вас. Вы можете даже думать, что вы настолько избирательны, да, что абы кого, да, вам не надо. Или я останусь лучше одна, или буду одна. Вот вы настолько любите здесь себя, чтите себя, уважаете себя, что комплименты получаете в свой адрес, знаете себе цену, это точно. И вы здесь, знаете, не обделены мужчинами. Есть к вам внимание, но вам нужен конкретный шаг и действие. А так я лучше отдыхать буду, да, и не буду парить голову свою насчет какого-то Васи, Пети, Лёши, которому я нравлюсь. Ну вот сначала добейся, а потом увидим. Кто и что о вас говорит. Да, вы такая разная, меняетесь, вот хочется сказать, через каждый, да, каждый час там, а сейчас одна, потом вторая. То есть вы меняете какие-то маски, играете какую-то роль. Здесь кто-то под искушением ходит. Здесь даже, знаете, может быть то чувство, что женщины скорее, потому что здесь что-то такое женское идет. Женщины смотрят на вас, да, и скорее вот воодушевляются вами как женщиной. Вы такая женщина, которая, знаете, не просто милая, романтичная, да, вы вот с каким-то таким перчиком, дама. И что касается мужчин, отношений и прочего, да, вы умеете именно по-женски привлекать к себе внимание. Не таким, что буду мило улыбаться, а вот, знаете, вот некой какой-то даже вредностью, ну, такой женской вот вредностью, да, врединку такую включать или хочу, не хочу. Здесь вы королева бала. Поэтому вот она себя так ведет, говорят женщины. Да, вы, может быть, имеете под собой что-то, соломку, прочее. И поэтому вы ведете себя так независимо, откровенно, да, в плане заявляете прямо в лоб «хочу, не хочу», вот как-то так. Вертите, крутите, если у вас есть настроение, да, вот. И поэтому у вас получается в себя влюблять по-настоящему, да, каких-то мужчин. Также у вас получается притягивать к себе какое-то окружение из женщин даже, да, которые на вас вот глазеют, смотрят, завидуют, может быть, вам хотят быть такой же по росту с вами, в том плане, что вы однозначно имеете какой-то статус, вес, рост, да, и вот женщины как хотят дотянуться до вас, стать такой же, как вы. Мужчины, да, желают такую женщину. То есть вот такое вот. Привлекательная. Вы, кстати, знаете, тут говорят о вас, что вы никого щадить не будете. Но здесь могут считать, что вы себя ведете так, потому что у вас есть на самом деле какой-то резерв, крупный резерв, какие-то ресурсы, подушка безопасности, какой-то спонсор, да, или хорошее будущее. То есть перспективная работа, да, все что угодно, да, вот у вас что-то такое защищенное, вы защищены. Есть, поэтому вы себя вот ведете хочу так, хочу сяк, выбираю и так далее. На фоне вас здесь женщины, вот подружки ваши, вот как-то затмевают. Или даже, да, это могут быть красивые подружки или красивые дамы, но вот, знаете, чувствуют вот эту вот вашу жгучую, вот эту дьявольскую энергию, они тухнут на вашем фоне. Чувствуют себя вот как-то так серенько, массой. Вы здесь даже можете, знаете, вот пробивать через именно свою вот эту вот внутреннюю энергию женскую. Императрица, вы тут главная, да, если вы идете в компании, вы вот главная. Здесь, кстати, говорят о том, что вы очень крутая. Здесь честно внутри себя человек, вернее, женщины даже признают, что вы хорошо выглядите, обалденно, обалденно.
Знаете, вы такая, на самом деле, кошечка премиум класс. И вот корм такой кошечки, да, не просто там китикет в каких-то пачечках, а вот мяско, пожалуйста, сырое, свежее, да, и определенно какой-то вырезки. Ну, могут и считать, что вы такая вредная, как это, избирательно вредная, понимаете, да, вот о чем я говорю. Вот такая, все для себя самое лучшее. За вами толпа смотрит, за вами наблюдает именно вот какая-то, хочется так сказать сюда, да, именно серая масса. То есть люди, которые ни в чем такие неприметные, или люди, которые не достигли чего-то, да, вот они смотрят только наверх и вот, знаете, аплодируют, вот такие вот. То есть вы где-то отличаетесь, да, ведете себя на самом деле вот как-то так свободно, да, как хочу, так и живу. То есть никто мне не указ. У вас есть какая-то вот подпора, да, или помощь, рука, плечо. Вот кто-то, да, вас точно, как они говорят, содержит, или дает ей эти вот полномочия, да. Хочу к королю, хожу, да, вот. Я императрица, и мне все позволено. Вот как-то так. Видят вас такая вот вы. И смелая в одно же время. Даже если с вас снять корону, вы все равно смелая. Вы, вот знаете, как-то не обсыкаетесь, если корону эту снять. Вы добьетесь второй короны. Вы вот пробивная, да, могут говорить. То есть она из любой дыры вылезет. Вот так. То есть за вас, может быть, и родители даже не боялись в детстве. То есть вы такая женщина. Из любой ситуации выпутаетесь, что-то, да, найдете какой-то выход. Но, что сказать, и ведьма, да, колдунья, колдует там сидит. Вы императрица и тайная жрица, да, два в одном. Вас бояться надо, вот так вот говорят. Вас очень боятся. Здесь кто-то вами очень сильно очарован. Такое чувство даже, что вами очарованы даже и женщины. Но бояться, может быть, и в лицо сказать, да, а может быть, кто-то и говорит, что вам что-то идет, вам подходит. Могут даже, знаете, вот говорить, как так можно, да, иметь такую и внешность, да еще и вещи на себе, красивые, богатые, роскошные. Вот как так можно? Я тоже так хочу. Могут даже вот заглядываться на какие-то ваши социальные сети, на ваши фотографии в тайную. Присматриваться к каким-то вашим деталям, да, каким-то аксессуарам, может быть, к чертам лица, к чертам фигуры и чего угодно. Вот, то есть докапываются до мелочей. Вы вот какой-то просто идол или образец для подражания. Вот такой вот был у нас сегодня расклад. И огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами на раскладе. И до встречи в следующих видео на канале Ведескара.